сцену. Ну что же, друзья, всем доброго дня. Да даже уже, наверное, ближе к доброму вечеру. Мы всех приветствуем на очередной игре БХЛ. Башкирская хоккейная лига, всеми нами любимая, всеми нами просматриваемая. Ну и это встреча между командами Уралец и Транснефть. Это плей-офф. И помимо того, что это матч плей-офф, для кого-то эта игра может стать последней. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 7-3 в пользу Уральца. Да, как таковых шансов, конечно, своим соперникам из Транснефти они не оставили. Но на то есть и вторая игра, где все может измениться. Все-таки это плей-офф. Все-таки плей-офф, где каждой игре надо готовиться по-особенному. Меня зовут Сергей Калимулин, я буду для вас комментировать эту игру. Ну и вот, кстати, первая атака Уральца сразу же с самого начала. Показывают они с первых секунд, что их победа в прошлом противостоянии абсолютно не была какой-то случайностью. Вот своего партнера врезался здесь хоккеист Уральца. И вот, кстати, попытка контратаки от Транснефти. Неплохо, кстати, сейчас спину поставил Салимов. Как будто и по рукам получил, и конек ему зацепили, но вроде бы целый. А здесь куда-то укатился Шатунов у Транснефти. Передача, наверное, задумывалась на него, а он как-то в своих мыслях где-то витал и шайбу подхватить не смог. Но, кстати, сейчас до Шатунова она дошла. Интересно, как закончится вторая игра этого противостояния. Наверное, для интриги, понятно, было бы интереснее, если бы сегодня Транснефть собрались по-особенному и смогли вырвать победу. Но очевидно, что уральцу хочется закончить все побыстрее. Очень много столкновений клюшек в зоне Транснефти. Интересно, кстати, вот такое наблюдение во время разминки. Но сейчас сразу после атаки уральца, как весь лед сейчас проехал Салимов. Ну и в итоге забивают хоккеисты уральца. Удается им открыть счет в этой встрече. Через 2 минуты после начала матча. Да, казалось мне, что это может случиться чуть раньше, после вот этого сольного прохода, вот этого слалома Салимова. Но случилось чуть позже. Хорошая атака. Уралец очень резво, очень живо смотрится с первых же минут. Очень быстро проводят и атаки, и контратаки. А Транснефть как будто пока только просыпается. Не успели влиться. Ну, есть вероятность, конечно, что и прошлый матч складывался подобным образом. Да, отметился у уральца Матрёнин. И вот бросок. Да, какое наблюдение, кстати, я хотел отметить. Ворота уральца защищает Грифулин Радик. Вот 73 номер, как раз у него шайба в ловушке оказалась. На разминке было подозрение у него на какое-то повреждение. Просто рядовая ситуация на разминке. Партнеры бросали шайбу в ворота, он отбивал и как-то вот сквозь ловушку или... В общем, сложно как-то чисто механически это объяснить. Попала черная таблетка ему в палец. И вот не сразу было понятно, сможет ли играть вообще в целом. Но вот в какой-то момент вроде оклемался, смог подняться, продолжить не только разминку, но и выйти с первых минут. Активная такая рядом со мной фан-зона. Транснефть в чужой зоне с шайбой. Удастся ли ему ее сохранить? Интересное такое необычное решение
принял сейчас Ахмадуллин, как я понимаю. Ну и, кстати, Журавов сел на скамейку штрафников, да, за то, что отправил шайбу за пределы льда. Ну, это ненадолго, 1,5 минуты. Ничего серьезного. Ничего серьезного, возможно, для уральца, но по-хорошему Транснефти надо бы этим воспользоваться. Они уже уступают, и если удастся реализовать большинство, для них-то будет отлично. Недопонимание какое-то случилось у Нуристая с партнером. И уже атака уральца. Быстро она завершилась, теперь тащит шайбу хоккеист Транснефти, но бросает ее куда-то слишком высоко от ворот. Это был Коркин. Ну и после своей неудачной попытки уходит на замену. Меняется пятерка у Транснефти. Быстро-быстро время пролетает. Вот уже и осталось у нас 11,5 минут в первом периоде. И в атаке уралец. Уже в чужой зоне они с шайбой, но не дает до нее добраться Ирназаров. Уже подошел, да, партнер помочь. И вроде как получилось чуть избавиться от прессинга уральца и перейти в свою атаку. Хорошо оставляют. Шатунов бросок. Но не самый опасный он получился. Не результативный, не опасный. Поэтому спокойно можно продолжать. Достаточно активно вообще меняются пятерки у команд. Нет такого, что кто-то прям какой-то весомый отрезок как будто бы на льду проводит. То есть минут 5, минуты 3. Либо, конечно, время так быстро пролетает, но больше я склоняюсь к тому, что делают команды ставки на очень такую резвую скоростную игру. И вот Салимов опять в центре внимания. Делают, да, ставки на скоростные атаки, на быструю игру. И отсюда, естественно, надо меняться, чтобы постоянно выходили свежие игроки. Всегда готовые были прорваться чужим воротам. Вот бросок, добивание уже дважды попытались добить. И, к сожалению, безуспешно. Транснефть. Катя свою атаку, бросок. Ну и точно в ноги Гарифуллину. Еще попытка вот с такой дистанции. Шатунов, кстати, второй раз подряд уже пробует с ближнего для нас фланга бросить шайбу. Пока успеха это не приносит, но забивает уралец. Атаковали, пробовали с одной стороны, с другой. Ну и помогло добивание. За 9,5 минут до конца первого периода счет становится 2-0. И ситуация уже не такая же, как была в первом матче данного противостояния. Первый период прошлой игры закончился со счетом 1-0 также, да, в пользу уральца. Но вот в той игре больше одной забитой шайбы в периоде в первом мы не увидели. Здесь уже две. Ну и, кстати, Матрёнин-то отмечается уже дублем. Знает, видимо, подгадывает вот эти моменты хорошо. Знает, куда отскочит шайба, где ему надо находиться, открыться. Ну а раз за разом Салимов создает ему эти моменты, создает моменты не только для добивания, но и создает моменты в целом опасные для своей команды. Где можно забить. И голевая передача, да, на счету Артура. Пока, наверное, самый заметный хоккеист в составе уральца, на мой взгляд. Пока из того, что я увидел за эти минуты. И невынужденная абсолютно ошибка, которая может привести к опасному моменту. Но вроде бы удается чуть обезопасить, но при этом продолжает атаковать уралец. Хуснудинов. Без шайбы остался, не смог принять эту передачу Дюрягин. И Салимов включается в отбор, заставляет Тряскина шайбу потерять. Сквозь двоих просачивается нападающий Транснефти и впечатывается вдвоем в борт. Салимов, а какой
И в атаку успевает, и в обороне своим помогает. И перехват. Салимов креативно решил подойти даже, казалось бы, к обычному отбору. Ну, правда, партнер быстро шайбу потерял, и вновь в игру вступает Гарифуллин, переводя удар подальше от своих ворот. И как раз, кстати, сейчас за ними находится хоккеист Транснефть, ищет какой-то вариант, играет от борта на партнера. Также ну, Ирназаров не точно передачу сделал, повалил еще Салимова, пока катился в свою зону. Вот атака Транснефти, хороший вираж. Сейчас брал Тряскин, неплохо бросал, но Гарифуллин все так же уверенно держится, уверенно стоит на коньках, уверенно играет в воротах. Пока не пробиваем. Салимов отлично открылся. Все, нарушений нет, можно играть, но бросок Салимова оказывается неточным, хотя момент убойный. Момент убойный. 1 на 1 с голкипером. Бросай не хочу, и хорошо, как проходит всех нападающий Транснефти. Будет и добивание. Куча мала возле ворот уральца. И надо подниматься. Ишназаров упал на Гарифуллина, сверху на Ишназарова упал, как я понимаю, Загитов. Ну, как бы сейчас бедного вратаря там не задавили. Ну, все в порядке. Хоккей — спорт для крепких. И Гарифуллин не исключение. Запускает куда-то по борту шайбу Коркин. Не реагировал там Шатунов. И просто шайба докатилась до зоны уральца. И точно так же, кстати, быстро вернулась Транснефть. Хорошая передача. Ну и может здесь что-то придумывать. Интересно. Интересное решение Мирюстай принял. Бросил так из-под защитника. Но Гарифуллин все так же хорошо, прекрасно все видит, реагирует. Ну и справедливости ради, конечно, этот бросок больше как будто бы был направлен в Гарифуллина. За нарушение численного состава команда «Уралец» наказана малым скамеечным штрафом. Интересно. Удаление вновь у уральца. Пока что, кстати, ни одного удаления у Транснефти. В этом плане вообще не докопаешься до них. А вот Хуснудинов у уральца тоже посидит. Меньшинство у команд зеленых жерси за то, что изначально пару минут назад вышли как раз таки в большинстве. В шестером на лед. Ну и наказан Хуснудинов. С внешней стороны ворот шайба угодила в сетку и от них улетела. Транснефть продолжает свою атаку, чужую зону не покидает, но опять Салимов. Опять солирует Салимов. Уходит за ворота Транснефть, ищет какой-то вариант, с кем можно отыграться, даже не посмотрел на пятачок. Да, я докатился до центральной зоны, ушел в свою. Просто наслаждается этим вечером. Подбросил шайбу. Ни с кем не пасуется. Играет Салимов один. Это его лед, это его игра. Но может кто-нибудь что-то придумывает против Салимова, а то есть ощущение, что Артуру становится скучно. Где-то даже, знаете, гипнотизирующе, как будто бы Салимов катался, смотришь за ним так. И в какой-то транс погружаешься. Грубости пока нет, как таковых силовых приемов тоже достаточно уважительно играют команды. Не жестят, не грубят. Ну и хорошо.
здесь подхватывает шайбу. Команда Уралец играет Галиуллен. в составе. Укатывается шайба в борт. Ну и пока непонятно, кто же ей в итоге завладеет. Вот, кстати, игра плечом от хоккеиста Транснефти. Бросок. Высоко шайба полетела. Гарифуллин реагировал. Все в порядке. Хуснудинов уже на льду. И надо бы отыгрываться. Пока не находит варианта. Его вдвоем прессингуют. На пятачок, скорее даже где-то здесь на Верочку отдавал. В надежде, что ну а вдруг кто на пятаке будет. Шайба-то дошла, но, правда, из партнеров никого не оказалось. Тут добивание вновь очередное может быть от уральца. Не уверенно, как будто пока смотрится голкипер у Транснефти. Чего не скажешь про вратаря уральца. Может быть, в том числе не может весь свой потенциал показать Транснефть в атаке из-за того, что нету как таковой уверенности в воротах. Или вот сейчас даст забить! Нет. Нет. Уже там вроде и перчаткой как-то, или как-то основанием клюшки пытался нападающий Транснефти забить. К сожалению, не попал. Шайба пошла вдоль линии ворот. И гола не случилось. Меньше 1,5 минут в первом периоде. Куда более успешным для уральца. Быстро забили первую шайбу. Спустя непродолжительный промежуток времени отметились и второй. Ну а дальше стали спокойно контролировать ход встречи. Также создают, атакуют без каких-то излишеств. Но при этом все равно смотрится, кажется, поострее, поинтереснее. Вот Салимов один чего стоит. Бросает шайбу, которая с большой силой полетела в борт за воротами. Пас на пятак, бросок. И не зайдет шайба в ворота. Смог, кажется, голкипер черную таблетку у себя сохранить в ловушке. Ну и сейчас будет сбрасывание. Дождемся только хоккеистов, которые подойдут на это самое сбрасывание. Десять секунд. Ну, вряд ли уже что-то за эти секунды успеет произойти. Либо, если сейчас, может быть, решится, хотел сказать, на бросок Коркин со своей зоны, но нет. Этого не произошло. У нас конец первого периода. Отдохнем минутку и вернемся к вам. Уралец пока ведет 2-0. Ну а мы возвращаемся. Минута быстро пролетела. Первый период закончился, второй начался. 2-0 ведет Уралец. Транснефть пока не сказать, что безнадежно уступает, но как таковых прям острых моментов было, наверное, раз-два и обчелся. Сейчас я так навскидку даже не вспомню. Если вспоминать общую картину первой 17-минутки, то не скажу, что Транснефть выглядела как-то безнадежно, но и не скажу, что очень близки они были к забитой шайбе. И вновь по своей уже излюбленной тактике действует Уралец. Салимов набирает, уходит во фланг, стреляет на пятак. И кто-то пробует забить либо сразу, либо с добивания. Атака-то прошла, правда, гола не случилось. Но не каждый раз ведь Уральцу забивать. Вот Салимов, кстати, опять на фланге. В этот раз бросает сам.
И опять Салимов. Только его фамилию приходится произносить. Добивание. Не попадает в этом эпизоде в створ Матрёнин. 2 шайбы сегодня уже забил. Ну, вообще практически его не вспоминаем на самом деле по ходу встречи. Это нарушение, конечно. Причем такое откровенное. Засунул клюшку под ноги своему сопернику хоккеист уральца. И Гайсин идет отдыхать. Сбрасывание пройдет уже без него. Не знаю, насколько подобная игра была оправдана. Может быть, на такой оперативный простор нападающий Транснефти выходил. И стоило делать уже все возможное, лишь бы его остановить, а может быть и нет. Мы уже не разберем. Спорт сослагательных наклонений не любит, поэтому продолжаем наблюдать за матчем дальше. Транснефть сейчас, кстати, выглядит как-то поживее. Вот, как бы на второй период чуть по-особенному собрались. Вот попытка бросить от Коркина шайбу в ворота. Но Гарифуллин все так же надежен. Салимов в центральной зоне с шайбой. Приманил одного. Отдал по борту. По итогу, кстати, хорошую передачу. Ну и здесь такой, опять же, слепой пас на пятак. Рыскулов тоже как будто делал это в надежде, что кто-то окажется на нем. Но никого не было. Хотя с уральцем шайба остается. Правда, ненадолго. Салимов вновь со своей зоны идет, от двоих уходит, сквозь еще 2 соперников проходит, бросает, попадает во вратаря, добивание. И гол. Гол в меньшинстве еще, на секундочку, друзья, забивает нас уралец. Но, мне кажется, уберите сейчас вообще у уральца 4 хоккеистов. Оставьте вратаря и Салимова, у Транснефти все равно будут проблемы. Ни в коем случае не хочу бросить камень в огород уральца. Здесь, как я вижу, в принципе, очень хорошо налажено командное взаимодействие. Видно, что есть и тренеры, они и в экипировке. Ну, то есть, сама по себе команда очень неплохая, но в каждой отличной команде, и, возможно, даже в каждой одной из лучших команд должен присутствовать ас, на мой взгляд. То есть в каждой команде должен быть ас, который в случае чего, если... Да без разницы, если у команды что-то не получается, или же если, наоборот, команда смотрится хорошо, всегда есть ас, на которого надеется весь коллектив, и который при любых обстоятельствах будет приковывать к себе внимание. Ну и вот таким асом является Салимов. По крайней мере, в этой встрече. От него исходит какое-то неимоверное количество остроты. Вот атака Транснефти. Отлетает шайба. Вот это стекло, защитное стекло за воротами. И уже в зоне Транснефти она. Как-то поехала здесь нога у Ирназарова. Но быстро сориентировался обратно. Устойчивое положение занял. И атака Транснефти. Позиционная. Герасимов. Ну и забирает Гарифуллин шайбу в ловушку вообще. Спокойно. Без нервов. А чего ему нервничать? Его команда ведет 3-0. Шайбы отбиваются. Чего еще нужно вратарю Ураль? Сегодня вот опять реагирует вовремя. И бросок хороший. И точно в ловушку ловит таблетку Гарифуллин. Казалось бы, и так. Удар шел мимо.
Но продемонстрировал Гарифуллин свои способности. Не меня, честно говоря, так даже вновь немножко восхитил. 11 минут. 11 минут во втором периоде. Останется еще 17 третьего периода. Но пока Транснефть все ближе и ближе к вылету из плей-офф. Напоминаю, для тех, кто, может быть, не следил, или кто не знает, или кто-то забыл, что в плей-офф противостояния идут до 2 побед. Да, до 2 побед. И одна в копилке у уральцев уже есть, тем более со счетом 7-3. Хотелось, да, надеяться, что этот матч пройдет с таким большим сопротивлением. Все-таки плей-офф. И здесь нет таких правил, как в условном футболе, где в 2 матчевых противостояниях имеет значение, сколько голов вы забили в первой игре. То есть тут влияет только количество побед в паре. И, казалось бы, попытаться Транснефти как-то по-иному настроиться на этот матч, выбрать какую-то более подходящую тактику, может быть. Ну и стараться всеми возможными путями играть на победу. Не скажу, что Транснефть не играет на победу. Вот, например, сейчас может попытаться забить. Хорошее решение на самом деле сейчас принимает хоккеист Транснефти. Если я не ошибаюсь, не Елизарьев ли это был. В общем, развернулся очень красиво, отдавал на партнера. Но не докатилась шайба. Да, ни в коем случае не хочу сказать, что Транснефть не играет на победу, но видно, что как будто чуть недонастроены, как мне кажется. То есть где-то внимательность просаживается в тот момент, когда друг на друга отдают пасы. Где-то кто-то на что-то засматривается. То есть вот такие микромоменты, которые, казалось бы, в данном конкретном эпизоде ни на что не влияют, но по ходу матча это все как-то накапливается, складывается и по итогу дает такой результат. Дает такой результат. Из-за чего сейчас ведет уралец. Ну или в случае с уральцем лучше сказать благодаря. Благодаря чему ведет уралец. Много ловит на ошибках своих соперников. Ну, Ишназаров не согласен с таким исходом. Хорошо прошел бросок уже. Нет, 47-го Ишназарова, а от 48-го Герасимова тоже оказывается без забитой шайбы. Но, кстати, Транснефть так неплохо взяли под контроль таблетку. Гораздо активнее стали атаковать. Жаль, пока как таковой вот практически пользы это не принесло. В виде хотя бы одного гола. Потому что забей они сейчас, за 7 минут до конца второго периода, может быть, это как-то их воодушевило. Ну, забить, например, еще и вторую шайбу до конца второй 17 минутки и на третий период выходить уже где-то даже психологическим преимуществом. Но посмотрим. Не удалось соперника здесь переиграть у Тряскина. Мюррестай. Из своей зоны дошел, докатился до чужой. С борьбой пытается сохранить шайбу. Оказывается, безуспешно. Файзулин. Ну и потеря. Потеря от Матрёнина. И хороший пас на пятак сейчас был. Жаль, как-то не смог грамотно сориентироваться Прохоров. И пробил мимо.
Ну, и правильно сказать, да, бросил. Хотя, сделал он это какой-то другой частью тела, может быть, ногами, можно было искать, что и пробил. Но все-таки пытался закатить аккуратно клюшкой. Здесь точность подвела. Но не унывает Транснефть, продолжает атаковать раз за разом. На троих попытались атаку интересную сообразить. И бросок здесь совершенно не получается, даже не то что бросок. Не удается как-то грамотно шайбу положить себе на клюшку у Кожева. Журавов. Неточный пас. Ну вот на подборе Ганеев. Потеря. Транснефть опять в атаке, но далеко шайбу отпускает нападающий. И за воротами сейчас борьба происходит. Активно за ней наблюдает Гарифуллин, чтобы ничего из виду не упустить. Но уже не надо. Партнеры справились. Упал один из защитников Транснефти. Хуснудинов бросает дальний угол, нижний выцеливал. Но как будто бы ждал этого Брындин. И аккуратно ногу оставил, тем самым парировав попытку соперника. Салимов не смог сделать передачу партнеру. Матрёнин аккуратно пошел давить своих соперников. Этого нужно было делать. Сами они справились и подарили, по сути, шайбу уральцу. Салимов тут бросил. Не сказать, что сильно, не сказать, что опасно, но при этом и не бесполезно. Неплохая попытка, но не прям опасно. Будет сбрасывание. 4 минуты остается во втором периоде. Быстро время пролетает. Вот уже и 2 17 минутки у нас позади. Файзуллин. Тоже, кстати, в дальний нижний угол целился, но Брындин уже как будто бы ждет этого от нападающих соперников. И второй раз подряд такой удар отбивает. Такой бросок. И где-то на штанге происходит борьба. Удастся как-то затолкать шайбу? Нет. Контратаку попытались хоккеисты уральцы выйти. Им этого сделать не удалось. Ну и после неудачного приема решает сесть на скамейку запасных Прохоров. Назаров. Ну, кстати, наверное, из Транснефти по итогам 2 периодов я бы, наверное, выделил Назарова. Чаще всего как-то его шайбами снабжают, больше всего начинает атаки своей команды. Ну и как-то, в принципе, острее всех выглядит. Хотя если сейчас забьет, забьет же у нас хоккеист Транснефти. Только стоило выделить одного из них. Правда, не Назаров это был вообще. Ну, как-то так сложно сказать, пока кто это был. Герасимов, Галиуллин. Как будто кто-то из них или кто-то другой. Но сейчас услышим объявление. Да, хотели, видимо, четвером уже после забитой шайбы хоккеисты Транснефти продолжить. Может быть, себя поверили.
89. Удар. Шайбу забросил Вячеслав Шлыков, номер 9. Номер 9 это Шлыков. Почему-то Последние минуты второго периода. казалось мне, что на джерси у Шлыкова 8 номер, но просто она так съелась за защиту копчикой спины, что не видно было сразу. Вот попытался здесь щелкнуть Салимов, попал в голкипера и попал так не особо приятно. Надо чуть Брындину в себя прийти. Подкатываются к нему партнеры, интересуются самочувствием, но вроде как на первый взгляд ничего прям страшного не случилось. Встает Брындин. Сейчас чуть отдышаться, постоять, и можно продолжать. Да, происходит сбрасывание шайбы в игре. Ну и неточный пас, за который, кстати, тут же сам же исправляется Прохоров. Правда, до опасной атаки дело не дойдет, потому что звучит сирена и конец второго периода. Ну а мы продолжаем третий период. Перерывы короткие. Ну, потому что скамейки, в том числе и одним, и другим, позволяют в целом меняться постоянно. И не могу сказать, что кто-то прям уж к концу этой встречи выдохнется. Счет 3-1, Уралец ведет, ну и учитывая, как складывается данный матч, нет у меня каких-то оснований предполагать, что Транснефть сейчас как-то неожиданно ход встречи перевернет в свою пользу и начнет резко забивать. Вот хорошая передача здесь была на 22-го номера Уральца. На Рыскулова, кстати, которого особо так по ходу противостояния я не замечал. Неплохо открылся, жаль, правда, бросить шайбу в ворота не получилось. На пятак шайба покатилась, пытался сыграть капитан Уральца, который сегодня уже отметился не раз забитым голом. Матрёнин Антон это был. Но его бросок спокойно накрыли, как таковых проблем он не вызвал. Салимов. Давно мы его с сольных проходов не видели, я даже по ним соскучился. Ой, что делает. Потерял в последний момент шайбу, показалось, что уже вроде бы все, троих там накрутил. Можно было засовывать, а он отдает передачу на пятак, бросок здесь не проходит. Его партнер Хуснудинов там был. И большое скопление защитников Транснефти, которые с этой попыткой уральцы справляются. Ирназаров, прошу прощения.
И Шлыков, автор пока что единственной забитой шайбы у Транснефти, пытается как-то пройти, бросить, подбивает ему клюшку, не дает это сделать, и зайдет вторая шайба в ворота, да! Потерял как будто бы Гарифуллин свою позицию, чуть выкатился за пределы зоны, где может играть. Ну и пустыми воротами хорошо воспользовались хоккеисты Транснефти, увидев вот эту вот щель, которая начала постепенно закрываться защитниками уральца, и в том числе Гарифуллиным, который начал активно подниматься и пытаться закрыть створ ворот. Но не успел. Ну, кстати, Шлыков уже за сегодня отметился дважды. Один раз забил, один раз отдал. Отдал его сейчас голевой пас на Кожева. И как будто шансы у Транснефти появляются, не находите? Как будто ситуация на льду становится интереснее. Отличный перевод, пас-центр. Ну и кому-то уже бросить надо. Салимов попытался развернуться, с неудобной стороны бросал. Понятно, что да, не его позиция, вот зато сейчас прикладывался неплохо. Но это все же было не в створ. Даже не то, что в створ, слишком большое скопление защитников у Транснефти возле своих ворот находилось. И до створа даже дело не дошло. Успели все закрыть. Транснефть в атаке, но численное большинство в обороне у уральца. А Гарифуллин-то опять куда укатывается, чуть вновь за это не поплатился голкипер уральца. Попытался наоборот перехватить передачу, катившуюся вдоль борта. Ну и вновь чуть. Игроки Транснефти его за это не наказали. Опасно. Надо, наверное, Гарифуллину чуть успокоиться, потому что пока его риск чуть второй раз стал неоправданным. Салимов неплохо придумал, но Кельмухаметов здесь эту шайбу подхватить не смог. Замывает шайбу вверх, Хуснудинов ее опускает. Идет борьба за черную таблетку, в которой победителями оказываются хоккеисты Транснефти. Ищет партнеров. Верназаров здесь не бросил. Думал, но как-то не решился по итогу. На пятаке находит, да, все-таки Прохорова, который бросал, но не попал. Ирназаров попадает в Матрёнина. Еще бросок. Гарифуллин шайбу поймал. В ловушке ее законтролировал. Ну и сейчас будет сбрасывание. (3-2). Я напоминаю, уралец ведет. Но пока, учитывая, как складывается ситуация на льду в третьем периоде, как будто бы шансы у Транснефти есть очень неплохие. Очень неплохие. Для того, чтобы зацепиться сегодня за победу и постараться всеми возможными силами перевести данное противостояние к третьему матчу. Там пытался уже как мог ногами, коньками отдать передачу Файзуллин, не вышло. Хуснудинов читал как будто бы этот пас, поднял клюшку, чтобы перехватить, не вышло. Атака Транснефти продолжается. И пас на пятак, который оказывается
не самым успешным. Назарова прессингуют. Не глядя, отдавал передачу. Салимов этого и ждал. Но тут же сам Назаров включается в отбор. Тащит шайбу, обыгрывает одного. Пытается сделать пас. Падают вместе с соперником. Укатываются в борт. Но все в порядке. Решил я послушать немного болельщиков Транснефти. Их, может, и немного, но слышно их прям очень хорошо на всю арену. И, кстати, возможно, благодаря, в том числе, такой фан-базе у Транснефти удается потихоньку, маленькими шагами отыгрываться. Но результат, который им нужен, пока что еще не достигнут. Поэтому надо продолжать. Безадресный пас. Но может и цепляется, кстати, в итоге за него Кожев. Салимов сквозь двоих проходит, одного кладет, обыгрывает, но не бросает. Чуть-чуть не хватило ему, чтобы бросить шайбу в ворота. Ну что он вытворяет, вот когда... Нет, ну когда Салимов подхватывает шайбу, и ему дается хоть чуть-чуть пространства, это, конечно, страшно. Вон даже удаление у Транснефти. Садится Шлыков, автор одной из забитых шайб и голевой передачи, кстати. Задержку соперника. Как-то я даже со своей позиции этого не увидел. Борты чуть мешали увидеть, как конкретно Салимову мешали. Просто он там сквозь троих соперников просачивался, и очевидно было, что за кого-то зацепится. Но вот, видимо, Шлыков оказался этим кем-то. Полторы минуты. Отдыхает. Салимов вновь мимо шайбу бросает. Кому бы отдать. Взглядом так окинул партнеров Рыскулов. Ахмадуллин ближний угол выцеливал. Решил Хуснутдинову не отдавать. Хотел сам героем момента стать. Рыскулов. И щелкает вот. Аккуратненько в сторону ворот шайбу один из хоккеистов Уральца, но без опасности. И прям обосновались в чужой зоне-то хоккеисты Уральца. Вообще не дают Транснефти никуда выйти. Понятно, что Транснефть в меньшинстве, но когда Уральц играл в меньшинстве, они сумели еще и забить. А тут Транснефть, имея на льду на одного партнера меньше, как будто бы вообще ничего не могли сейчас соперникам в зеленых джерси противопоставить. Салимов. И будет бросок. Отсюда добивание случится? Нет, отскакивает шайба в последний момент, не позволяя хоккеисту на штанге забить. Загитов, кстати, дожидался вот этого момента, аккуратненько караулил
Когда шайба отскочит, вроде бы подкараулил, но досадный отскок забить не позволил. Опять Салимов бросает с ближнего угла и вновь не забивает. Кому отдавал Галиуллин, так сразу не скажешь. Галиуллин не доберется до шайбы. Раньше него оказывается на ней Файзуллин. Бросок, Хуснудинов, Крестовина. И не было гола, показывает арбитр. Надо играть дальше. Как бы ни сигнализировали хоккеисты уральца, что шайба в ворота зашла. Арбитр все видел, надо продолжать. Как бы этот момент не стал роковым, как бы он не стал для уральца роковым, но нет, пока справляются и в обороне, и в атаке хоккеисты. Но белые прям не сдаются. Прям давят, может быть, момент с незабитой шайбой уральца где-то даже воодушевит. Три минуты, друзья, остается в матче. 3 минуты до вылета Транснефти или же 3 минуты до каких-то невероятных событий. Падение, показывает арбитр, что было нарушение. Подножка. Удаление для уральца. И, кстати, Калачев пока будет отдыхать на скамейке штрафников. Транснефть может попытаться воспользоваться своим большинством. Это отличная возможность. 2,5 минуты до конца третьего периода из всего противостояния в целом. 1,5 минуты у Калачева на то, чтобы подумать над своим поведением. И надо Транснефть этим пользоваться. Нет, 2 минуты даже. 2 минуты даже, прошу прощения. По мнению арбитров, нарушение все-таки дотянуло до 2 минут штрафа. А в последние 2 минуты третьего периода у нас идет чистое время. Не было ли толчка в спину, вроде бы все в порядке. Шайба, клюшка заживалась в ногах у хоккеиста Транснефти. Салимов этим недоволен. Так даже чуть они позлились друг на друга. Не с Коркиным ли они там что-то не поделили? Понятно, что не поделили. Клюшка застряла в Коркине, судя по всему, да? Но об этом потом, пока атака Транснефти. Да, застряла в одном из хоккеистов Транснефти. Салимов пытался ее достать, ему не позволяли это сделать. Он был этим крайне недоволен, уже начал откровенно дергать. Соперник в ответ на это ударил по клюшке Салимова. Ну и Салимов по взгляду как будто бы это запомнил. Посмотрим, как на оставшиеся секунды этого матча выйдет Артур. Но пока он на скамейке запасных, а это шанс у Транснефти, чтобы забить. Ох, сколько игроков на пятаке. Как-то бросить. Как-то уж удается. Но без гола. Шанс у Транснефти будет еще. Надо бросать. Но забить Транснефть опять не может. Ирназаров, я его уже сегодня выделял. Может быть, станет героем момента? Нет. Ой, как тяжело в меньшинстве уральцу. Возвращается Калачев. Надо помогать. Не поздно ли? Нет, не поздно. Не было гола. 17 секунд держаться остается уральцу. Что происходит в концовке? Вынос подальше. Туда его, да. Да, понятно, что в большинстве играли хоккеисты Транснефти. Понятно, что в большинстве играли хоккеисты Транснефти не только из-за удаления Калачева, но и из-за замены вратаря. То есть на льду целых 6 хоккеистов полевых было. А Транснефть берет перерыв. Их можно понять, 17 секунд их отделяет от вылета. Надо что-то в эти 17 секунд предпринять экстраординарное, если они хотят забить. Даже
в большинстве на 2 игроков не удалось забить. А что удастся сейчас делать в равных составах, это вопрос. Но посмотрим, глядишь, что-то и придумают. А да даже не 17, даже 12 секунд. Ну, это ситуация не лучше, конечно. 10 секунд. Салимов выбивает подальше от борта. 5, 4, 3, 2, 1. И звучит сирена. Уралец побеждает не только в этом матче, но и во всем противостоянии. Идет дальше, а Транснефть у нас вылетает. Отличная игра, отличный матч. Поздравляем Уралец и благодарим Транснефть за участие.